Поэт Иван Дудогла известен под псевдонимом Самсон. Его он заимствовал у библейского персонажа. Его жизненный девиз «Познай самого себя». Иван Дудогла пишет стихи о жизни, о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Выпустил 13 сборников стихов. Тема справедливости – это мое коронное. Тема добра и зла. Могу месяц не писать ничего, а потом как пойдет, могу в день, два, три. Иван Дудогла более 40 лет назад потерял зрение. В связи с этим свои произведения наговаривает на кассету. Затем ему помогают в их издании. Супруга редактора газеты «Ачик Гёс» Евдокия Топал отметила, что ее покойный супруг Иван Топал был лично знаком с Иваном Дудогла и постоянно поддерживал его. Подбадривал, делай что-то, пиши, что у тебя в голове, пиши короткие, какие, что ты чувствуешь. Моим наставником и воспитателем в этом деле был Иван Васильевич Топал. Есть у Ивана Дудогла и свое хобби. Он рвет цепи и гнет железо. Для этого необходима сила воли, отметил Иван Дудогла. Он известен своей недюжинной силой. Наткнулся я на одну книгу «Методы тренировок знаменитых силачей 19-20 века». Вот я приобрел эту книгу, и по этой книге все эти методы их тренировок все изучил. И по их методам начал тренироваться. Гвозди сперва, потом тоненькие цепочки. В Молдове нет равных таланту Ивана Дудогла, подчеркнул директор историко-краеведческого музея муниципия Камрад Вадим Маринов. Он хочет показать своим этим, это не труд, а физическими упражнениями, что человек и в 72 года способен на многое. Я скажу, что в Молдавии равных нету. Тренировки Ивану Дудоглу помогают жить. Его друзья и знакомые считают, что это уникальный талант. Мне нравится, что сила воли у него есть, все это. Действительно, он показал себе, что настоящий гагауз. Его творчество полно такой гражданственности и патриотизма. Серьезно, сколько читаешь его книги, столько и получаешь в себе некое вдохновение, некую уверенность. Иван Дудогла живет в городе Чедерлунга. Друзья и знакомые называют его Самсоном в честь слепого библейского персонажа, известного своей недюжинной силой. Полина Барбова, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости.